Ассаламу алейкум всем. Мое жесткое обращение к евреям. Внимательно меня слушайте вы, евреи. Я извиняюсь за выражение, то, что они мне написали на комментариях. Я этого должен сказать. Что они пишут ответ на комментариях, что они раком поставили Ирак, Сурия, Ливан, Газа и так далее. Вы никого раком не поставили. Вы раком стояли перед Америкой, перед США и получали помощь и бомбили мирные города, мусульмане, кто живет, и не нападали никого. Они. Все война вы начали, теперь пишите, что мы все раком поставили, и теперь следующий Иран. Вы этого сон видите, что Иран на колени будет перед вами. Этого никогда не будет. Дважды и трижды вы сами будете раком стоять, и теперь перед иранцем. Потому что вы нападали на мирные людей, которые живут в Иране. И еще вы говорите, что мы все режим Аятолла бомбим, и народ будет подниматься, и будет революция, и иранцы будут свободны. Субханаллах. Какой дурак слушает террориста, который убивает иранцев, и потом поднимается и против свой президент пойдет. Этого я вообще в шоке. Я не принимаю такое дело, который 55 тысяч детей и женщин убивал из Газы, и он теперь хочет убивать иранцев, и теперь оскорбляет, что мы все раком поставили, и следующий Иран. Такого никогда не будет. Теперь время пришло, чтобы вы будете раком стоять. Потому что вы безбожники. Вы любили на этот свет только свои нафс, только деньги любили, только жрать любили, и, извините, только срать любили, и только любили убивать невинных людей. Еще некоторые принимают таких террористов, которые убивают людей, и через их будет революция, и другие города будут свободны. Этого я лично не принимаю. Через террористов, если кто придет, бомбит мои страны, не дай Аллах, что и мой народ был освобожден, этого я не принимаю. Народ должен быть сам разбирать. И не Израиль, чтобы помогать. Такого нигде не написано, что Израиль помогал. Этой власти все падает, и теперь будет революция. Этого даже голова не заходит, то, что они думают. Еще их называют самый умный народ в мире. Они самый тупый народ в мире. Если они были умные, если они не любили свой, жизнь, свой бизнес, свои деньги, свой, живот, который как свинина едят, они никогда не убивали 55 тысяч человек. Если они чуть-чуть верили Бога, чуть-чуть верили Аллаха, никогда не убивали невинного человека. Они очень далеко из Бога, поэтому Аллах их наказал, что они будут очень жестко, на этот мир
унизиться. Это теперь начинается, потому что они сами начинали эту войну. Они думали, как Газа, как Ирак, как другие страны. Иран будет, короче, уничтожен. Этого не будет никогда. Потому что еще раз идите перед Трампом или перед Байденом, раком стоите, и они вам помогут, еще будете дальше бомбить. Все равно это не поможет. Потому что Америка помогает вас, и вы будете бомбить другие страны, которые они никогда не нападали ни на кого, никого. И вы убиваете не за что, и вы гордитесь еще, не стесняйтесь на свой бизнес, на свои деньги. Я плевал на ваши деньги, на ваш бизнес, на вашу жизнь, который вы, это мир, Аллах для нас, пример, короче, создал пример это для всех человек, который он создал, это пример. А вы себе, астагфируллах, читали Богом, и вы про его забывали. Теперь получайте то, что сами эта война начинали, теперь получите, что вы будете сам себе уничтожить. Так что мы надеемся, Иран победит, а это террористы будут уничтожены, и больше все люди, которые на этом мире живут, будет спокойно и будет мирно жить. Все люди, которые живут на этой земле, хоть они христиане, хоть они мусульмане, хоть они буддисты, не имеет значения. Все будет мирно жить, потому что мы каждый сделаем, например, грех, мы грешим, каждый человек будет на себя отвечать. Поэтому все нас создал единый Бог, поэтому все это мир должен быть без Израиля, спокойно и без войны, короче. Мы этого хотим. Поэтому это террористы, которые некоторые поддерживают их. И они сегодня бомбят Иран, завтра бомбит Турция, послезавтра бомбит Казахстан, а следующий день будет Узбекистан. Они так продолжают. Поэтому надо срочно их остановить, и все государства, которые поддерживают Иран, и их надо остановить, чтобы они больше никогда не бомбили мирные города. Ассаламу алейкум.